И мы, минуя обком партии по тем временам, минуя всех этих наших больших начальников, сами договорились с Митей Картава, бывший главный режиссер театра. Значит, мы с ним очень дружили, и я его очень люблю. Царство ему небесное, сейчас его нет. Вот мы договорились по телефону прорвать эту как бы несуществующую как будто блокаду между нами, между двумя народами, которые должны быть вместе. Я это политически эти громкие слова говорю не зря, потому что тогда каким-то странным образом не запрещали, но и как бы и не рекомендовали вот делать вот такие гастроли. Художественный руководитель Национального театра Республики Адыгея Касия Хачагогу вспоминает, как впервые с труппой приехал в Абхазию в период тотального контроля над всеми сферами жизни. Поездку Касия Хачагогу с театральной труппой в Абхазию политика партии жестко осудила, назвав неприемлемой самодеятельностью. В 1983 году Адыгейский театр приехал на гастроли в Абхазию. Первый приезд был, и когда он вернулся, ему там выговор дали, чуть ли не хотели его снять с работы, потому что он не согласился с Тбилиси. Однако это никак не сбивало его с пути. Напротив, Касия Хачагогу активнее жил духовной жизнью родного народа. Режиссерский тан Ленинград, Ленинград, и Питер. وبرغم يبادرت أكتريسة روزا بربحيري وبريالو بيشالجز أبريحية شرطح تورخ تحت نخطح حبوش الذكاء هرحيزة غزا عشرة وبريد زلا يحشست قيدت ناسيرا عبرتني بدر يرمز زبوي حوت ورخت سعر صلقتي حيت حارة حبس شكو شغوتك شاكو ينو حدوني خوب شرك شاكو أتجدي زمزة Министерство культуры دريها برهم الكوليكتيف من الزجراب خزاتها خصوص حش شهر حبجرة يريوب كوليكتيف كواح رنير جي حنسامبل كروما حتياتروما يريب زرورة شوب. В Абхазии в лице Касия Хачагогу обрели духовного побратима. Абхазские театралы с глубоким уважением отзываются об адыгском режиссере и называют нежно по-кавказски братом. Исключительно мыслящий, безгранично талантливый режиссер, выпускник Ленинградского института театра, музыки и кино, поставил десятки спектаклей, которые чаще всего заканчивались аншлагом. Чем бы он ни занимался, он был министром, он был в Адыгэ-Хасове, общественный деятель, он ставил спектакли. Все, что он делал, он продвигал адыгскую цивилизацию, абхазскую и кавказскую цивилизацию. Он искренний и настоящий, поэтому всегда приятно и вспоминать его, и общаться с ним. Но он и неудобен. Он и неудобен, я скажу, потому что такие люди, которые по существу чувствуют себя в гармонии, идентичности, как он сам себя ощущает, как адыга, как абхаза, да, он неудобен еще и как профессионал, потому что он терпеть не может невежество и бездарность. Все, что спектакли, которые он делал, они очень интересные. Благодаря ему последовательно складывалась невиданная для Адыгеи того периода афиша: «Ревизор», «Женитьба Гоголя», «Отелло» Шекспира, «Тартюф» Мольера, «Тиль Уллиншпигель» по Шарлю де Кастеру, «Иванов» Чехова и другие. Большинство этих авторов впервые переводятся на адыгский язык. Творческие поиски режиссера с его нестандартным подходом делали постановки запоминающимися, а эмоции незабываемыми. Постановкой, ставшей значимой в развитии театрального искусства республик Северного Кавказа, стал спектакль «Кавказский меловой круг». Всегда он переживает, как малые народы теряют свой язык. Не будет языка, не будет народа, ни о какой культуре речи не может быть. Он решил сделать спектакль, где играли на 5 языках. Да, вот я играл на абхазском языке, а в Абхазии здесь Тимураз Чамагу участвовал. Мы играли на абхазском языке, адыгские актеры играли на адыгском языке. В Осетии он так сделал. Самое главное, вот, знаешь, вот его это и трагедия, это и большое счастье, что он вот утробно, глубоко чувствует себя адыгом. И все, что бы он ни сделал, созвучно самой природе Кавказа, адыгов, абхазов.
Абхазский общественный и политический деятель, поэт Геннадий Аламе называет Касия Хачигогу человеком-феноменом с высоким чувством нравственной ответственности. Вспоминает их знакомство в конце 90-х в бытность работы редактором журнала «Черкесский мир». Специальный номер, посвященный Адыгее. И там я, конечно, не мог обойтись без театра. Так же, как тогда без Касия театр не мог тоже обходиться. Я иногда буду нарушать наш этикет адыго-абхазский, абхазо-адыгский. Но я его очень люблю, как человека, как режиссера. Я много спектаклей в его постановке видел. Во всех своих постановках он не выпячивает себя как режиссера выдумками своими. Касия Хачигогу – поклонник творчества русского поэта Александра Пушкина. В одном из интервью он сказал, философские размышления Пушкина в чем-то схожи с философией адыгов. Духовный объем пушкинских пьес он отразил в спектаклях сезона «Маленькие трагедии». Произведения звучали на адыгском языке. Подобную постановку Касия Хачигогу планировал и в Абхазии. Очень жалею, что это не осуществилось, потому что у него, я говорил о выдумках его, это все должно было происходить в Пицунском храме с участием капеллы. Ну, я не знаю, он так рассказал, что я вообще уже видел и забыл про Пушкина. Думал только о спектакле, хотя это все на основе маленьких трагедий Пушкина. В период Отечественной войны народа Абхазии, используя возможные ресурсы, Касия Хачигогу оказывал всяческую поддержку воюющему братскому народу. Джаримов был президентом Адыгеи. Это был личность, действительно, который здорово помогал Абхазии, и рядом стоял с Владиславом Григорьевичем. Очень много раз организовывал материальную помощь. Когда Джаримов ушел, пришел Совмен. Вот при Совмене он был министром культуры. Я не буду сейчас цифры называть, сколько через Совмена, и я участвовал в этой операции, какие денежные средства, гуманитарную помощь, актеры, там вот народный артист России Зехов, сколько раз они приезжали с адыгейской, с кабардинскими актерами. Касей сам везде принимают как родного. Вот я говорю, он родной в Кабарде, и в Чечне, и в Осетии. Вот они все, он их всех собирал и организовывал гуманитарную помощь. Касия Хачигогу – заслуженный деятель искусства РСФСР. С 1979 по 1988 годы был главным режиссером национальной труппы Адыгейского театра. Затем по 1989 год режиссером Краснодарского краевого драматического театра имени Горького. После стал главным режиссером Русского драматического театра в столице Осетии. Работал директором и художественным руководителем Адыгейского театра имени Пушкина. Касия Хачигогу с 2003 по 2005 годы был министром культуры и печати Адыгеи. Такие люди, как он, они должны долго жить, они должны многое после себя оставить, чтобы мы выжили в этом мире. Было бы хорошо, чтобы пока у нее есть силы и здоровье, чтобы мог бы у нас в театре поставить спектакль. Что я могу сказать? Да, мы с тобой, Асей, лучшие люди. Мы же так любим говорить. Лучшие люди тем, что мы искренне относимся друг к другу. Говорят, и для идущего по жизни крепким шагом человека не всегда дорога бывает гладкой. Последние годы Касия Хачигогу отложил в сторону театральную деятельность. Конечно, по объективным причинам. Касей Яхьяевич в беседе с нами поделился планами относительно творческого будущего. Как никогда отдохнул, желание работать есть. Желание работать именно с абхазскими актерами вдвойне, потому что у вас очень талантливые актеры. Я сейчас не заигрываю, я уже побывал, ездил, ставил в разных республиках, но мне нравится актерская школа абхазская. У них великолепные актеры, буквально штучно, все до единого. Но у вас и очень крепкие режиссеры. Еще есть порох в пороховницах, как говорится,
и что-то можно будет сделать, поставить. Поэтому настроение очень хорошее, неплохое. Посмотрим, жизнь покажет. Но мне работать всегда приятно. У меня друзей в Абхазии больше, чем в Адыгее и где-то в других республиках. Хотя по Кавказу друзей много. Поэтому актерский состав абхазов я хорошо знаю. Я же там ставил у вас после войны сразу же Мольера «Тартюф». И мне пришлось и поработать, и дружим мы давно. Это целая история. Моя дружба, она связана с Абхазией очень крепко и давно. Всякий режиссер наподобие дирижера оркестра управляет своими спектаклями. Но с той разницей, что дирижер работает с оркестрами на глазах у публики, а режиссер руководит постановкой из-за кулис. Свой 75-летний юбилей Кассия Хачагогу не отметил в стенах театра, но проведет этот день в кругу семьи, многочисленных родственников и друзей. Непременно в его творчестве нуждаются как в Адыгее, так и в Абхазии. Вероятно, осталось недолго до появления афиш о премьере. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.